постоянно здесь так, постоянно очередь, постоянно. Сколько не захожу платить, постоянно очередь. На этой неделе на почту не пробиться. В одной бесконечной очереди стоят, чтобы оплатить услуги ЖКХ, получить пенсию, отправить почту и теперь пополнить транспортную карту. О социальной дистанции здесь говорить не приходится. В тесном помещении люди проводят часами. Все это усугубляет санитарную обстановку. Кому не страшно, всем страшно. А куда деваться-то? На Почте России подтвердили, людей стало гораздо больше. Пенсионерка Фаузия Нагуманова уже несколько дней не может пополнить карту. На почте очереди. Альтернатив для таких пожилых, как я, говорит, никаких. Заплатить через интернет не получается. В декабре месяце эта проблема началась. Нигде не могу найти, как говорится, где бы заплатить. Я увидела метро Дубравное, вот этот пункт, где мы заполняли вот транспортную карту, разгромили и все. И на этом весь сказ. Вирус, и скользко, и на почту ходить надо. Неудобно, очереди. Самыми популярными были пункты оплаты в метро. Их закрыли в конце декабря. Напомним, проблемы с пунктами возникают не впервые. В июле 46 пунктов уже закрывали из-за долгов агентов. Однако после возмущения казанцев часть пунктов открыли. Перед Новым годом тоже такая была, потом летом один раз. Я говорю, в прошлый раз, что пополнить 2 транспортные карты себе и жене, 1,5 часа стояли, потому что там принимают в общую очередь. И как раз еще фактура идет. Мы должны по всему городу ходить, искать, где бы заполнить транспортные карты. Это курам на смех. В исполкоме Казани пояснили, компания «Транспортная карта» разместила информацию о закрытии 25 пунктов на своем сайте. Но для большинства это стало полной неожиданностью. С 27 декабря 2021 года расторгнут договор с одним из агентов агентской сети «Транспортная карта». Данный агент принимал платежи и продавал транспортные карты в 25 пунктах, в том числе на станциях метро. Данные точки на сегодняшний день не функционируют. С полным перечнем пунктов пополнения можете ознакомиться на сайте transkart.ru. Нам сообщили, пассажиры могут пополнить баланс карт в оставшихся 575 пунктах обслуживания транспортных карт. Они находятся в банках, ТЦ и некоторых продуктовых магазинах. Пополнить транспортную карту можно несколькими способами. Во-первых, лично прийти в отделение Почты России. Во-вторых, воспользоваться услугами интернета через личный кабинет на сайте госуслуг. И в-третьих, через терминалы оплаты. Для того, чтобы пополнить счет на следующий месяц, необходимо приложить карту к терминалу, запомнить номер чипа и выбрать соответствующую услугу. Через некоторое время деньги поступят на счет. После карту нужно активировать. Это может сделать любой кондуктор городского общественного транспорта. Тагир Валиди, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.